Раз, раз. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем сегодняшнее наше заседание Республиканского методического объединения учителей информатики. Прошу в чате отметить, слышно ли меня. Плюсики поставить. Можно плюсик поставить. Спасибо. Вижу, побежали плюсики. Постоянные участники, смотрю, нашего республиканского метода объединения. 26 человек минус 2 наших компьютера. 24 человека присутствуют. У нас в республиканском методическом объединении зарегистрировано 88 человек. Для новичков я чуть-чуть позже потом покажу, где можно зарегистрироваться, чтобы вы тоже попали в наше сообщество учителей информатики и принимали активное участие в работе. Коллеги, у нас сегодня первое методическое заседание в этом учебном году. Программа была всем разослана, но, к сожалению, жизнь вносит коррективы в эту программу. Сегодня будут некоторые изменения в программе. На протяжении сегодняшнего вебинара, я думаю, мы внесем эти коррективы и учтем ваши предложения на будущее. Таким образом, вот построим работу сегодня. Значит, предполагается ориентировочно где-то 1,5 часа работы. Поэтому как бы вот настраивайтесь. Запись выступления, запись этого мероприятия будет в видеозале выложена на следующий день после проведения. То есть завтра, скорее всего, мы ее выложим. Можно будет посмотреть тоже для тех, кто не смог поучаствовать очно. Коллеги, вот если вы сейчас откроете закладочку «Участники», вы увидите, что у нас есть представители Петрозаводска, Ярославля, Анастасия Тарабукина в частности. Дальше у нас есть, ну, кроме наших городов Республики Коми, Санкт-Петербург, Иркутск присутствует. Вы не верьте этому, то, что здесь написано. Вот у нас у некоторых коллег, видите, красивые аватарки. Откройте вкладочку «Участники» и посмотрите. Значит, я рекомендую вам, мы сейчас, ну, наш институт, по крайней мере, очень часто проводит мероприятия именно вот в этой системе ProfMe. Значит, мы купили эту систему, до этого на протяжении нескольких лет использовали бесплатно, и уж как никто, как учителя информатики, своим коллегам, учителям других предметов должны подсказать. Вам необходимо зарегистрироваться на портале profme.com, указать там точное место жительства. Если вы не указываете точное место жительства, вот просто так заходите, даже если вы заполняете регистрационную анкету на входе, что вы оттуда-то, такая-то школа там из Усть-Кулома, да, все равно он здесь берет вас участником и вставляет любой город, который ему, ну, случайным образом, будем говорить, случайные числа все знаете, вот, поэтому случайным образом вставляет любой город. Поэтому рекомендую на портале profme.com и своим коллегам в школах посоветуйте. Зарегистрировались, ставили аватарочку, свою фотографию, но если не хотите фотографию, какой-нибудь рисуночек красивый, который бы вас символизировал в этом рисунке. Отметили, из какого ваше место проживания. Возможно, нет каких-то сельских поселков, там вот, то есть дальних поселков. Хотя мы планируем договориться с ProfMe, чтобы они добавили в свою систему все наши, в том числе и мелкие поселки. Ну, хотя бы тогда указать там Сыктывкар, Ухта, что у вас там рядом близко находится, чтобы мы могли ориентироваться. Дальше, если вы в участниках посмотрите, у вас, может быть, этой кнопочки нет, но мы любому участнику можем предоставить слово и выступить, вот как я сейчас, если у вас подключен микрофон, если подключена веб-камера, или это если у вас ноутбук, вы в чате напишите, что я хочу выступить и там внести какие-то предложения. Мы дадим вам слово. К сожалению, в ProfMe, как на других платформах, нет такой функции там поднять руку, да, и мы видим, что вы подняли руку, и мы можем вам дать слово. Коллеги, значит, ну вот такая вступительная моя речь немножко, и мы начнем, наверное, реализацию нашей программы, и начнем мы его сегодня с вопроса номер 3. Это итоги государственной итоговой аттестации по информатике, перспективы
И у нас сегодня в студии в нашей Дюрягин Александр Максимович, несменный руководитель комиссии по ЕГЭ. И я сейчас ему предоставляю слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые коллеги. Собственно, хотелось бы немножко рассказать по итогам предыдущего года. И самое главное, что, я думаю, многих интересует, это какие нововведения в этом году. Потому что многие годы последние у нас не было никаких изменений по большому счету, а в этом году существенные изменения грядут. Ну, насчет предыдущего года я сравнительно мало скажу, потому что, во-первых, есть достаточно подробный отчет на сайте РИЦОКа, вы можете его скачать. Если я его буду рассказывать, это займет часа 2-3. Можете посмотреть полностью раскладку по процентам выполнения предыдущих в предыдущем году заданий и так далее. Хотелось бы отметить слабые как раз моменты, которые были в том году. Это традиционно программирование. Все, что связано с программированием, ну, только самые базовые задания выполнялись сравнительно неплохо. Задания, естественно, второй части, кроме 26-го, выполнялись сравнительно плохо. Хотя нужно отметить, что у нас традиционно республика, средний балл по республике выше, чем по России на протяжении многих уже последних лет. Ну, из особенностей результатов предыдущего года это аномально низкий результат по 23-му заданию. Те, кто занимается подготовкой, те, кто следит за заданиями, знаете и видели, что задание было, ну, мягко говоря, странно сформулировано, достаточно сложное. И в основной волне те, кто писал задания нового типа, справились, как ни странно, на 0,0%. То есть никто не справился по всей республике. Во второй волне немножко были старого типа задания, и этот процент немножко поднялся, но 23-е задание аномально низко выполнялось. И что радует, в этом году у нас этого задания просто не будет. Вот как раз одно из изменений, что 23-го задания как такового в этом году не будет вообще. Теперь, что касается этого года. В этом году, как вы знаете, у нас наконец-то пришла компьютерная форма проведения информатики. Об этом давно говорили и преподаватели, и дети сами просили, потому что, ну, как вы знаете, дети говорят, а как это так, программировать на листочке, это странно. Вот, наконец, у нас пришли эти изменения. В следующем году у нас, как вы знаете, заканчивают учебные заведения те, кто занимается ПАВГОС, и в этом году как некая апробация системы и форма проведения идет. Соответственно, с сегодняшнего дня, кстати, про компьютерные ЕГЭ, с сегодняшнего дня как раз начинается апробация по республике компьютерной формы ЕГЭ. Возможно, вы и ваши школы каким-то образом под эту апробацию попадаете, возможно и нет. Какие основные изменения в связи с тем, что у нас компьютерная форма? Первое изменение. Сейчас строго регламентирован перечень языков программирования, на которых можно писать. То есть если раньше комиссия обязана была проверять практически все решения, в том числе и на абсолютно, так скажем, экзотических языках, например, у нас был человек, который писал на Haskell, на других языках, которые мы обязаны были проверять. Сейчас в силу того, что компьютеры должны быть настроены сравнительно одинаково, и софт должен быть сравнительно одинаковый, введен перечень тех языков программирования, на которых можно писать, и они будут установлены на рабочих местах. Это стандартно, кстати, это очень похоже на ОГЭ, это, собственно, Кумир, это Pascal, это C++, это Python и, соответственно, Java. Basic, как вы знаете, у нас был убран из программы, в принципе, и бумажного варианта уже 2 года как. Вот, то есть перечень языков. Кроме того, регламентирован перечень программного обеспечения помимо программных средств. Это, собственно, Word или его аналог, чтобы можно было работать с документом. Это табличный редактор, собственно, Excel, либо его аналог будет установлен. Также будут доступны все стандартные программные средства компьютера, в том числе калькуляторов. Много вопросов как раз и от учащихся, и от преподавателей было, будет ли калькулятор, потому что вы знаете, что некоторые задания, которые встречались, по крайней мере, до этого на экзамене, можно было бы решить достаточно быстро на калькуляторе.
Сейчас калькулятор официально разрешен, то есть его специально каким-то образом закрывать, удалять и так далее не будут. Единственное, что регламентировано, это отсутствие доступа к интернету, по понятным причинам. Опять же, введение компьютерного ЕГЭ, какие плюсы и минусы существуют? Основной плюс, конечно же, это на радость детям, которые умеют и хотят программировать, это возможность набрать свою программу, возможность ее отладить, если вылетают какие-то ошибки и так далее. Потому что, как я повторюсь, программировать на бумаге – это странное дело. Поэтому многие ребята этому новшеству, конечно, обрадовались. Какие, соответственно, еще плюсы? Если ваш ученик достаточно неплохо разбирается в компьютере, кроме программирования, например, в Excel, то можно, в принципе, предоставить, точнее так, для себя сделать решение любым абсолютно способом, потому что ответы записываются в бланк ответов, и ответы будут, собственно, числовые и буквенные. То есть в бланк заносится только некий ответ, как вы его получаете, как получает его на экзамене учащийся, абсолютно неважно. Подсмотрел у соседа, озарение какое-то пришло, или он там решил в Excel, или запрограммировал что-то, абсолютно неважно. Как пример, если вы смотрели демо-вариант, я надеюсь, многие из вас его смотрели, 27-я задача, которая традиционно задача на программирование, кстати, если вы посмотрите кодификатор и спецификацию, это задача на умение написать сравнительно небольшую программу. Раньше это было 30-50 строк, сейчас чуть меньше, но вроде бы написать программу. Если посмотреть задания, которые были в Статграде в последнем, демо-вариант, как ни странно, можно ее сделать и сравнительно неплохо сделать в Excel. Поэтому здесь тоже большой достаточно плюс, что учащийся может искать ответ любым подручным методом и способом, который на компьютере есть. Неважно, Excel или какая-то программная среда. Соответственно, какие минусы и какие проблемы могут возникнуть? Так как существует возможность использовать и калькулятор, и любые другие средства, то есть, опять же, учащийся может посчитать значение какой-то формулы, забив это в программу. То есть притом Python позволяет, например, вычислять достаточно длинные и большие числа, и, соответственно, это облегчает работу. В связи с этим некоторые задания немножко поменяли свою направленность и появились достаточно сравнительно большие вычисления. Как пример можно привести такие задания, как задание, которое было на рекуррентное соотношение, когда у вас даны начальные условия и способ перехода от одного числа к другому. Нужно было посчитать, раньше где-то посчитать там значение функции f от 7, 8, то есть сравнительно маленькое значение было. Если вы посмотрите сейчас демо-вариант, по-моему, если я не ошибаюсь, надо посчитать значение функции в точке 26. То есть вручную это можно сделать, можно, опять же, на калькуляторе делать сравнительно простые действия, это сложение и удвоение, если я правильно помню. Но сами вычисления становятся более громоздкими. То есть есть ряд задач, которые немножко усложнились, хотя суть задания по кодификатору, по спецификации осталась неизменной. Также, например, появилось задание, точнее изменилось задание, если вы помните, было задание на анализ цикла, был цикл while, менялись две переменные. Оно раньше было рассчитано исключительно на ручной просчет, и значения были сравнительно маленькие. Так как сейчас можно пользоваться компьютером, можно, собственно, забить эту программу и получить ответ, то формулировка немножко поменялась. Что нужно не просто прогнать программу, сказать, что будет в качестве ответа, а посмотреть, какое число могло бы быть и так далее. Да? То есть просто так забить программу и посмотреть, что будет, уже нельзя. Хотя, опять же, с помощью компьютера некоторые моменты можно, так скажем, проверить и промежуточные какие-то выводы сделать, что, в принципе, естественно, удобно. На какие моменты хотелось бы обратить внимание, опять же, в связи с изменением заданий. Например, появились задания такое, как 17 и 25. Кстати, старые задания, некоторые просто переместились по другим номерам, они теперь стали, но появились немножко новые задания, практикоориентированные и требующие немножко другого подхода в решении. Например, задания в теперешней уже нумерации это 17 и 25, которые просто переборные вроде бы. Да? То есть, например, 17 задание, дан достаточно большой диапазон чисел, и вам нужно определить
либо сколько чисел, либо сумму чисел, ну, как правило, там количество чисел. Количество чисел, которые кратны тому-то, и не кратны там много-много чисел, штук 5-6, иногда бывает, в разных тренировках. В демке, по-моему, 2 числам кратны и 4 числам не кратны. Ну, вроде бы простая переборная задача, но если посмотреть последний статград, то видно, что возникают сложности с двумя моментами. Во-первых, числа достаточно большие, то есть и диапазон большой, и числа большие, то есть числа порядка там, миллиарда, да, то есть 2,5 миллиарда, 3,5 миллиарда, и границы вот как раз, вот, там, условно говоря, 2 на 10 десятых есть в каких-то заданиях, там, до 5 на 10 десятых. В связи с чем возникает проблема такая, что те, кто, например, пишут на Паскале, привыкли, когда рассматривают стандартные алгоритмы, брать за основу тип данных integer. Понятно, что с интеджером и даже с лонгинтом зачастую такие задачи не проходят. Поэтому хотелось бы обратить ваше внимание, что в подобных задачах очень часто нужно сейчас использовать такой тип данных, как int64, например, со всеми вытекающими. То есть в некоторых системах программирования нужно какие-то дополнительные команды компилятору давать. int64 работает по-разному, скажем так. Вот, поэтому нужно об этом помнить. Второй момент, который связан с заданиями второй части бывшей, это связано с тем, что появились задания на работу с файлами. То есть попросту задание звучит так, что данные нужно взять из файла. Поэтому вторая большая достаточно проблема – это умение считать числа. Вот, как правило, во всех задачах это либо просто столбец чисел, либо пара чисел, разделенные пробелом. Просто с файла надо считать корректно эти данные. И здесь, как показывает практика, тоже возникает достаточно большая проблема, потому что тема работы с файлами при стандартной нагрузке зачастую просто не проходится. Поэтому вот хотелось бы обратить ваше внимание, чтобы вы ребятам подсказали, ну, либо сами научили их, либо подсказали, где можно посмотреть работу с файлами, считывание построчное, считывание как бы нескольких элементов из строки, как разделить, там, например, пробелы и так далее. С этим бывает проблема. Ну и последний момент. В переборных решениях, например, задача 25, если возьмете абсолютно переборное решение, во-первых, там числа достаточно большие, если я правильно помню, там 10-разрядные, то есть уже достаточно большой перебор. И, соответственно, второй момент, нужно искать там определенные числа с определенным количеством нетривиальных делителей, то есть кроме единицы и самого числа. Если делать задачу в лоб, она, ну, мягко говоря, работает очень долго. Даже если возьмете хорошую, достаточно мощную технику с хорошим мощным процессором, то займет это, ну, так скажем, не 1/10 минут. А к тому же мы не знаем, в какой пункт проведения мы попадем и какая там техника стоит. То есть понятно, что техника сравнительно адекватная, но это тоже повлияет на скорость работы программы. Поэтому хотелось бы обратить внимание на то, что переборные задачи, особенно с там, количеством делителей числа, подобные задачи, есть смысл рассматривать с некой оптимизацией. То есть вот если посмотреть демо-варианты, первый статград, который был, крайне желательно, конечно, каким-то образом оптимизировать процесс. Ну, например, взяли вы число, и как только вы увидели, что делителей больше, чем надо, просто прерывать цикл, и тем самым вы ускорите работу программы. Иначе программа просто будет работать у вас третий экзамен, четверть экзамена по времени, что, естественно, недопустимо. Вот это основные, так скажем, моменты, плюсы и минусы, которые при теперешней схеме проведения экзамена будет. Скорее всего, после апробации возможно, какие-то изменения еще будут вноситься, но в целом идея проведения очень будет похожа на ОГЭ, только компьютер у вас будет, у ребят будет все время проведения экзамена, то есть он в любой момент может запрограммировать что-нибудь, что захочет, проверить на калькуляторе что-нибудь. То есть доступ будет на протяжении всего экзамена, пока в регламенте написано так. И, скорее всего, так и останется. Вот. Поэтому ну, изменения достаточно существенные, как мне кажется. Стал экзамен сложнее или легче, пока не совсем понятно, потому что отзывы абсолютно противоположны. Одни радуются и ликуют, что есть компьютеры, это прям все хорошо и здорово,
А другие говорят, что несмотря на то, что компьютер есть, за счет усложнения заданий стало все еще сложнее. Не знаю, мое личное мнение, что в целом, если смотреть, понятно, что это вопрос удачи, какая задача попадется конкретно, но мое мнение, что в целом сложность осталась та же, учитывая то, что мы можем пользоваться компьютером. Если мы его с умом будем использовать, то это очень сильно может нам помочь. Вот. Это, собственно, все, что я хотел сказать. Если у вас есть вопросы, задавайте. Пока, собственно, собирайтесь с мыслями и задаете вопросы. Я бы хотел сказать, что с завтрашнего дня на базе Клеро у нас традиционные ежегодные курсы, связанные с разбором и методикой преподавания заданий и подготовки. Я, честно говоря, не знаю, надо уточнить. Вроде речь шла о том, чтобы была какая-то видеотрансляция, и, возможно, она будет. Вот. Поэтому, если интересно, можете, наверное, обратиться в Клеро и этот вопрос задать. Будет на Дискорде. Да, вот, собственно, подсказывает, что будет на Дискорде трансляция, и, насколько я знаю, будет возможность и задавать вопросы. То есть вы сможете полноценно поучаствовать в этом случае в курсах. Курс немножко, анонсирую завтрашнее начало, будет в таком режиме диалога, то есть мы будем с вами делиться тем, как вы решаете эти задачи, и, возможно, какие-то новые мысли для себя подчеркнете. И, соответственно, я буду рассказывать, какие есть и стандартные, не совсем стандартные методики решения тех или иных задач. Вот. Так, я в чате пока вопросов не вижу. Да, может, есть смысл чуть-чуть подождать. Если есть вопросы по форме проведения или каких-то там задач, Коллеги, вопросы можно задать Александру Максимовичу. Но если вопросы появятся, вы, дойдя до дома, можете подключиться. Да, естественно, я как только появлюсь дома, я открою трансляцию, посмотрю, если есть вопросы, я постараюсь максимально быстро на них ответить. Но, как я еще раз говорю, завтра начинаются курсы. Завтра, наверное, будет это актуальнее и предметнее можем говорить, потому что мы завтра будем разбирать, в частности, демо-вариант, новый. Да, вот вопрос, который вполне резонный возник. Будут ли программы смотреть кто-то и проверять? Опять же, это, наверное, в минусы можно отнести. Если раньше комиссия проверяла вручную вот эти рукописные программы, это было очень, весело, да, потому что и почерк, и все остальное, программы бывают очень странно написанные. То есть первая мысль, что программа абсолютно не рабочая, она каким-то волшебным образом работает. Поэтому действительно программы с этого года никто не смотрит. Ответ засчитывается исключительно как в бланке вот обычном, да, то есть совпадение 100%. Совпало, ответ верный, не совпало, ответ неверный. Это, наверное, не очень хорошо для учеников, потому что раньше при проверке, по возможности, все трактовалось в пользу ученика. Сейчас же вот он чуть-чуть там что-то, одно число пропустил, все, то есть, к сожалению, он уже задание не выполнил. Хотя программа в целом работает правильно. То есть раньше за 27-е задание был такой прям пункт. Задача в целом работает верно, но там в ряде случаев выдает неверно. Можно было заработать баллы, сейчас нет. Насчет времени, насчет норм и так далее, опять же, это вопрос, наверное, не совсем по адресу, но мысль, которая была озвучена в свое время в Москве, когда мы председателями собирались, примерно следующая мысль была, что нормы в целом будут соблюдены, естественно, хотя бы за счет того, что учащийся не все время работает за компьютером. Если смотреть, опять же, кодификатор и спецификацию, далеко не все задания предполагают то, что ученик будет сидеть за компьютером. То есть как и в ОГЭ, часть заданий он делает без компьютера, часть с компьютером. Если он желает сидеть за компьютером все это время, это дело его, да, то есть вот пока, действительно, вопрос такой странный, то есть с одной стороны он не должен сидеть за компьютером такое время, а с другой стороны вроде как его никто не заставляет все это время сидеть за компьютером. И к тому же, вот мой вам совет, кодификатор и спецификацию, который идет вместе с демо-вариантом, посмотреть, потому что там есть полезные вещи. Во-первых, там есть рекомендации по времени, сколько желательно, да, чтобы учащийся выполнял задания, чтобы они могли при подготовке сами себя контролировать. Это раз. А второй момент – это
Ладно, не скажу. Вот. То есть там, кстати, есть еще вот в спецификации еще такой момент, что даются темы заданий и рекомендации, как выполнять, на какую тему это задание и как выполнять. То есть, несмотря на то, что 27-я задача, как я уже говорил, описано, что надо написать программу, это рекомендация, да. Если вы уж совсем не знаете, как делать, то подсмотреть. Но, с другой стороны, тоже 27-е задание можно делать не программой, а в Excel. Вот. Насчет курсов завтрашних, сейчас, вот, я так понимаю, выясняет вопрос, каким образом можно будет подключаться. Да, наверное, будет размещена какая-то информация на сайте КРИРО. Ну, Вячеслав Алексеевич, я думаю, сейчас выяснит этот вопрос и, наверное, подскажет. Так, насчет интернет-ресурсов, где взять варианты с файлами для проведения пробных экзаменов. Ну, тоже резонный вопрос. К сожалению, так как вариант перекроился очень сильно, новых заданий, к сожалению, массово нет. То есть основные источники – это, естественно, сайт FIPI. Там вы можете взять демо-вариант и прошлых лет, и этого года со всеми файлами. Также можно воспользоваться, например, источником сайт Полякова, достаточно неплохой, много лет накапливает материал, там и старые материалы, и новые материалы. Решу ЕГЭ, например, они сейчас обновили базу, и сейчас там есть иного типа задания, но, опять же, проблема, о чем я говорю, к сожалению, нового типа заданий принципиально разных не так много. И на сайте Решу ЕГЭ задания хоть и появились, там по 20, по 30 заданий на разные номера заданий, но они однотипные. Вот, поэтому пока что есть проблема с тем, что разных заданий, принципиально разных, не так много. То есть, вот, последний Сталинград, если ваша школа заказывает, там тоже были интересные задания. И, кстати, как многие отмечают, первый Сталинград был очень прям, он, собственно, единственный пока, да, его задавали только один, показался очень сложным, при том как учащимся, так и многим коллегам, с которыми мы обсуждали этот вариант. То есть, я считаю, что да, вот если сравнить там, даже с демо-вариантом, Сталинград, который был, он был не самый легкий, скажем так. Все, если вопрос насчет завтрашних курсов. Я расскажу. Расскажи, да? Вот. Если ко мне вопросы еще есть, задавайте. Если будут вопросы, опять же, в течение дня и, собственно, завтра, может, послезавтра на курсах, я тоже постараюсь ответить. То есть, еще раз, завтра, послезавтра мы будем именно разбирать задания, стандартные, нестандартные решения. Вот, кстати, насчет Сталинградов интересная информация. Некоторые коллеги говорят, что категорически запрещают ими делиться в каком бы то ни было виде. Я не знаю, честно говоря, есть ли какие-то регламентирующие документы по этому поводу. Ну и к тому же, я думаю, небольшой секрет, что Сталинграды, собственно, появляются в интернете и зачастую даже с ответами. Вот, поэтому, если очень хорошо посмотреть, я думаю, где-то можно найти их в интернете. Так, есть ли еще вопросы? Так, если вопросов нет, тогда я надеюсь, что с некоторыми из вас я увижу завтра, послезавтра и в понедельник, соответственно, на курсах. Ну и тогда мы, думаю, более детально обсудим какие-то с вами моменты. Да, реплика насчет того, что у всех есть возможность подключиться к Сталинградам. Да, вроде бы да, и, собственно, я, правда, не знаю насчет финансовой составляющей, по-моему, за какие-то работы надо платить, поэтому не все, видимо, их покупают, не все их берут. Я, к сожалению, прокомментировать не могу ничего более подробно. Если вопросов нет, тогда до встречи на курсах. И надеюсь, те, кто будет плодотворно, мы с вами завтра начнем работать. Коллеги, продолжим нашу работу. Спасибо Александру Максимовичу. Я прокомментирую тогда по поводу курсов. Вот смотрите, я написал вам адрес сайта pkkriro.ru. Значит, курсы это очные, это курсы платные. 2200 рублей стоит 18 часов, 3 дня, трехдневные они. Поэтому, кто хочет, может зарегистрироваться. Если вы рядом живете, они уже завтра начинаются в 9 часов.
будут в субботу продолжены, и в понедельник, по-моему, да? И в понедельник, пока вот Александр Максимович не ушел, говорит, в понедельник они продолжатся 3 дня. Но если вы не успеете доехать завтра, можно будет подъехать в субботу, а завтра посмотреть, предположим, в трансляции. Доступ к трансляции будет только у тех, кто запишется на эти курсы, но, естественно, там надо провести оплату. Поэтому вот такая информация по курсам. Поэтому, кого заинтересовало, в принципе, можете вот на сайте pk.kriro.ru, там у нас все курсы наши перечислены, найти этот курс, фильтр поставить для учителей информатики и записаться, зарегистрироваться на этот курс, и можете еще попасть. Значит, мы продолжаем немножко изменения в нашей программе. Сегодня мы с вами поговорим о ресурсах нового диска. В частности, у них разработан курс по начальной школе по информатике. И у нас на связи как раз представители нового диска. Значит, сейчас, секундочку, я представлю. У нас на связи Вячеслав Алексеевич, Масленникова Ольга Николаевна, можно я сама представлюсь? Директор департамента образовательных продуктов. Ольга Николаевна, я предоставляю вам слово. Пожалуйста. Вы можете включить демонстрацию экрана. Значит, вот рабочий стол, нажать кнопочку демонстрацию экрана и продемонстрировать можно экран. Или если есть презентация, можно будет демонстрировать эту презентацию. Ольга Николаевна. Сейчас должна появиться презентация. Я подожду. Так, пока мы вас не слышим. Плохо. У меня включен микрофон. Слышно ли? Так, Так. видео увидели. А слышно? Так, звук что-то. Звука пока нет. Стоп. У меня звук выключен, коллеги, извиняюсь. Так, сейчас слышно? У меня был звук выключен. Ольга Николаевна, извиняюсь, у меня был звук выключен. Слышно, хорошо. Коллеги, да, все слышно, все нормально. Попытаюсь подключить экран. Сейчас, одну секундочку, что-то он пока не очень хочет. Все, должен быть экран. Виден? Так, я тогда, нет. если все видно, коллеги, я перехожу. Да, все, экран виден. Перехожу сейчас. Виден. Вы можете нажать вот кнопочку, видно? У вас внизу, Ольга Николаевна, у вас внизу кнопочка все, «Скрыть». Нажмите «Скрыть». Да, все, можно начинать. Ага, сейчас, да. Коллеги, в чате напишите, если вам слышно Ольгу Николаевну и виден экран. 2 плюсика. Если у кого-то что-то, какие-то проблемы, попробуйте Ctrl+F5 обновить браузер, Ctrl+F5. Либо выйти и зайти снова. Ну, большинство плюсиков стоит. Мы вас видим, слышим. Пожалуйста, я даю вам слово. Значит, тогда спасибо. Спасибо, Вячеслав Алексеевич. Я тогда начинаю свое выступление. Мы уже встречались с педагогами вашего края, и с удовольствием еще раз расскажу о курсе информатики. Наш курс есть в системе СГО. Вы можете найти в списке предметов информатику. И здесь будет вот такая плиточка ресурсов. Это все уроки нашего курса для первых 3 лет изучения информатики в начальной школе, либо первых 2 лет в 5, 6 или 7 классах. Есть оглавление курса. Курс устроен, имеет модульную структуру, и вы с помощью конструктора, который тоже доступен в СГО, вы можете моделировать свои курсы в зависимости от того, какие образовательные цели у вас стоят, как у вас устроен учебный план. И, может быть, у кого-то
есть информатика в сетке, вы можете выстроить полноценный курс, либо вы можете встроить с помощью вот этого инструмента моделирования отдельные модули курса в предметной области, например, окружающий мир, технология, математика и другие, все то, что позволяет условия вашей образовательной организации и в соответствии с требованиями, запросами обучающихся. В то же время у нас есть специальное планирование для того, чтобы вы не заморачивались с этими, не тратили время на создание своих курсов, вот оно соответствует примерной образовательной программе, и оно универсально относительно тех учебников, учебно-методических комплексов, которые сейчас действуют в Российской Федерации, в школах Российской Федерации. Как устроены наши разделы? Каждый раздел содержит, это какой-то, значит, есть у нас модули, есть разделы, эти разделы и модули дополняются по мере изучения, и таким образом мы выходим на непрерывный курс информатики. Значит, здесь есть темы. Тема – это не равно уроку, это тема, и работаете вы с ней ровно столько, сколько требуется вашим ученикам и требуется там, какие у вас цели. Значит, тема каждая содержит полноценные ресурсы для того, чтобы вы могли организовать учебный процесс. Это учебное видео. Как правило, оно с дикторским текстом. Я выключила звук. Значит, это анимированный такой ролик с какими-то понятными для детей персонажами, с небольшим сюжетом, но в то же время через вот такие сюжеты мы вводим те теоретические фундаментальные основы науки информатики, которые впоследствии им понадобятся для успешного освоения знаний. Это может быть как мотивирующий момент такой и как момент для изучения нового материала, особенно актуальный, наверное, в дистанционном образовании, когда дети, не должны они сидеть с 8 утра до 3 дня за компьютером, а вы можете организовать, например, уроки информатики, если это часовой курс, там 2 раза в месяц, они в свободное время, в удобное посмотрят вот такой мультик, зафиксируют себе какие-то вопросы с помощью вот этого инструмента, они могут сохранить то, что есть у них сейчас на экране, и добавить этот кадр в свою записную книжку, он немножко подтормаживает компьютер, сейчас загрузится все, да, то есть они зададут вот тот вопрос, вот здесь вот мне непонятно было это, и вы потом с ними на очной встрече сможете обсудить. Значит, видео короткие, они, как правило, не более 3 минут, вот это 2,5 минуты видео, и по всем психологическим нормам это как раз нормальная история для того, чтобы компактно воспринимать информацию и не рассеивалось внимание. В конце каждого видео обязательно есть резюме, такие итоги о том, что должны были узнать в течение, во время изучения этого видео, и это как такие опорные вещи для повторения, для подведения итогов. Второй элемент, который может быть использован для проверки и в то же время для начала контроля, для входного контроля знаний, если у вас смешанная аудитория, если дети занимаются это самостоятельно и дополнительно. Вот такие плакаты коротко о главном, где собраны, это систематизация такая знаний, и вы можете открыть, скрыть вот эти вкладочки и посмотреть, ребенок может сам проверить и понять, что какие-то вещи он не понимает, какие-то понимает, может, какие-то слова непонятны, термины непонятны. С этим тогда вы выстраиваете свою дальше работу. Значит, курс очень практикоориентированный у нас, и в каждом таком задании у нас есть творческие задания, которые, собственно, содержит вот эту практическую ориентацию на применение знаний. Задания могут выполняться индивидуально, могут выполняться в группах, могут выполняться, если у вас есть учебные комплексы, то детьми разных школ. И это те задания, которые как раз мотивируют к изучению и показывают прикладную значимость получаемых тех знаний, которые они изучают в школе. Отработка, контроль знаний может быть организована с помощью вот этих заданий. Вы видите 21 вкладку. Это 7 заданий, каждая из них в 3 вариантах. То есть таким образом вы можете организовать индивидуальное обучение, назначив в конструкторе, в СГО, назначив какие-то задания разным детям, они уже не будут списывать, и сформировав, например, группу учащихся, может быть, там взаимный контроль будет, может быть, какие-то элементы наставничества, вы каких-то партнеров выберете себе для проведения этих заданий, но, словом, вы сможете организовать вот такой
реализовать индивидуальные подходы и поработать с этими материалами. Данные здесь должны передаваться в систему, релевантно отражаться в электронном дневнике, и, собственно, вот с этими данными вы сможете хорошо работать. Здесь также не забывайте о вот этой кнопке «Печать», которая может быть, ну, не знаю, очное у вас сейчас обучение или нет, но в младших классах, наверное, может быть и очное. То есть по ситуации можно раздавать печатное задание и делать вот такие вещи, наборы заданий для разных учеников, для разных групп учеников, то есть использовать вот такие элементы, может быть, автономных групп в смешанном обучении, ну, либо какие-то другие приемы, которые вы используете, реализовываете вот за счет такого увеличенного дидактического материала, количества материала, с помощью которых можно реализовать индивидуальные подходы. Последние 6 заданий или 2 задания в 3 вариантах – это задания повышенного уровня сложности, не углубленного, а именно повышенного, потому что это начало изучения информатики. И, конечно, не имея фундаментальных знаний физики и математики, очень сложно говорить об углублении информатики. Но наша задача сейчас, вот на раннем этапе, сформировать те когнитивные возможности, развить детей так, чтобы они дальше комфортно себя чувствовали в этом курсе и комфортно чувствовали при изучении новых тем и при изучении абстрактных понятий, явлений, с которыми мы готовим, и они столкнутся в будущем при изучении программирования, при освоении этих навыков. То есть это развитие логики, это развитие алгоритмического мышления и так далее. В ряде наших, это вот структура такая вот наиболее типичная, то есть здесь есть все для изучения нового, есть творческое задание, есть большое количество упражнений и есть плакат вот этот интерактивный, в котором мы можем проверить знания на начальном этапе, в конце или где-то промежуточные какие-то вы вещи делаете. Помимо этого, в некоторых разделах, а дальше их будет появляться все больше и больше, у нас есть дополнительные ресурсы, такие для мотивации. И объект, который можно использовать практически на каждом уроке, на дистанционных ваших занятиях, которые вы сейчас наверняка проводите, это гимнастика для глаз, которая, как ни странно, проводится с помощью компьютера. Значит, это инструмент, интерактивный такой модуль, где есть собранные упражнения для глаз, которые рекомендованы специалистами, которые отработаны, но в то же время есть инструменты, но, к сожалению, вот видите, когда видеоконференция, как-то не шибко быстро все работает. Ну, сейчас подгрузится. Есть инструменты для создания собственной зарядки. Вот есть такой анимированный персонаж, он глазками вращает, показывает, куда, что происходит. Можно использовать готовый набор, и здесь есть звук диктора, он будет говорить, сколько раз посмотреть в какую сторону, вот, под музыку. Можем музыку выключить, оставить только звук диктора. То есть вот эти упражнения можно ребенку рекомендовать в течение всех этих ваших занятий отвлечься от экрана. И нужна физическая активность, нужны эти упражнения для ослабления, расслабления глазной мышцы, чтобы зрение все-таки дети не теряли. В то же время это элемент обучающий, и ребята могут сами собрать свои гимнастики в зависимости от индивидуальных ощущений, какие упражнения им больше, как они понимают, как лучше расслабляют. Это могут быть такие зарядки для групп, они могут делиться друг с другом. Ну, словом, здесь возможностей педагогических очень много, и наверняка вы лучше меня знаете, как это использовать. Значит, конечно, в этих курсах нельзя обойтись в нашем курсе без контрольных и работ, и специально у нас такая среда из визуального программирования, где мы начинаем учить детей вот именно алгоритмическому мышлению, вычислительному мышлению, формировать и развивать его, то есть учить второй грамотности. Но сначала о квестах. Значит, квест у нас обычно это такой вот какая-то сюжетная история. Каждый раз она разная будет. Здесь, например, история будет про мальчика с собакой. Собака сейчас его убежит, и надо будет непонятно каким образом где-то ее найти. Ну, давайте досмотрим до конца.
Вот, значит, в отличие от тех ресурсов, которые я показывала, которые есть в уроке, этот монолитный такой квест, он неразборный, но в то же время, если дети работают в личных кабинетах, они могут остановиться и закончить на каком-то этапе. Значит, здесь есть разные варианты заданий, я сейчас не буду их выполнять, просто покажу, как это работает. Но результаты вы их видите. И в зависимости от того, какие у вас группы учеников, вы можете сами сказать, какую локацию, какую выполнять. Может быть, кто-то выполнит все локации, кто-то из них выполнит 2 локации, кто-то 1 локацию, а кто-то несколько заданий. Как вы сможете это контролировать? Сейчас мы немножко продвинемся по локациям. Ну вот я просто ищу, как вот ребенок ищет в квесте. Да? Мы не знаем, где находится эта собачка, но пытаемся найти тот объект, который нам может что-то рассказать, и заодно проверяем знания. Значит, что касается тех заданий, которые мы используем в курсе, они, как правило, видите, вот, связаны с другими предметами. Данное задание с окружающим миром, с такой метапредметную направленность имеют, и это вот специфика информатики, она действительно необходима для детей. Ну вот когда мы все задания эти выполнили, то можно посмотреть историю прохождения, она доступна в учительском режиме. И здесь вы видите, сколько заданий выполнялось, они активны. Вот я выполнила 6 заданий, ни одно из них ответ не получен. Но вот можно посмотреть результаты ответа и проанализировать, что у вас западает в классе, с какими группами детей надо отработать какие-то другие моменты. И вот эти локации, как раз вы можете видеть, 4 локации, можете назначать отдельным учащимся для прохождения курса. То есть они, как я, могут перейти в нужную локацию, выполнить те задания. Ну или, например, выполняют они целиком все, и вы потом в своем учительском режиме смотрите, какие проблемы возникли, как они ответили, и здесь есть оценка. Значит, автоматически у нас идет здесь подсчет баллов, естественно, и выставляется такая рекомендательная оценка в конце. Вот если я вернусь и пройду до конца, но тут у нас длинный квест, не буду я этого делать, видимо, мне будет сказано, что, в общем-то, не очень я удачна в этой теме, мне бы надо еще с этим поработать, и, собственно, балл такой будет какой-то стоять. Эта же оценка может пойти у вас в электронный журнал, и вы далее с ней можете работать. Значит, что касается продолжительности времени работы, да, здесь ресурсами, в связи с тем, что курс не монолитный, вы можете произвольно их назначать и выполнять, и получать вот разные результаты. Это были квесты. Вы пока можете писать вопросы в чат, если они возникают. Я потом вернусь на экран, и мы с вами все это обсудим. Это были квесты, и мы сейчас переходим в среду визуального программирования. Да, квесты у нас готовы ко всем абсолютно разделам, по всем 3 годам обучения начального курса информатики. То есть у нас курс живой, мы постоянно дополняем и выгружаем новые модули. И сейчас у нас в разработке среда визуального программирования, она закрывает целиком 1-й год обучения, мы приступили к разработке уже 2-го года обучения. И это та среда, которую мы планируем выпускать далее отдельным продуктом, но привязали к различным разделам, как вы видели, в связи с тем, что содержание вот этих заданий, которые мы здесь используем, они имеют связь с тем курсом фундаментальной информатики, который мы изучаем. Итак, 2 режима есть. Моя игра – это режим адаптивный, когда по результатом выполнения заданий выдается новое задание, и ученик получает какие-то бонусы, потом он их может потратить. Вот, значит, сейчас вы видите вводный ролик, можно его просмотреть, то есть мы понимаем, что мы оказываемся в какой-то стране и будем какому-то вот гному помогать решать задачи. Начинаем играть, да. Значит, здесь задания вот в первой среде, которую мы начали сейчас, они выполняются строго последовательно. То есть в зависимости от того, какие они от успешности, открываются следующие задания. Всего их 15 в каждом модуле, ну, есть подсказки, которые говорят, что у нас тут на поле размещается, и вот так вот замочки эти будут постепенно открываться. Значит, по секрету скажу, вот есть бонусы. Эти бонусные камни можно потратить потом на те задания, которые недоступны были в связи с тем, что ребенок плохо проходил. Устроена среда таким образом, что все дети, независимо от их
возможностей, от того, как они справлялись с первыми заданиями, они все равно доступны, все задания будут. И в этом вот плюс нашей такой гуманный, плюс нашей среды. Вы видите, есть режим учителя, есть ученика. Ученик, работая с заданиями, понятно, оставляет какие-то следы свои информационные, а учитель может посмотреть вот те действия, которые он производил. И сейчас я перехожу в режим «Все задания». Здесь вы посмотрите, вот видите, у нас их 15 заданий разного уровня сложности. Здесь на последнем самое сложное. И, в принципе, вот у них история такая одинаковая, все события происходят на некоторой карте. На карте, где ребенок осваивает движение робота сначала просто вперед, налево, направо, гномов, вернее, дальше выполняет какие-то задания, он помещает элементы в хранилище, и дальше в хранилище он выполняет те задания, которые как раз и связаны с курсом, теоретическим курсом информатики. Движение начинается всегда из этого домика, это было написано в нашем квесте, и вот это задание попытаюсь вам выполнить. То есть, как правило, первое задание в каждой локации у нас содержит инструкцию, как выполнять, то есть здесь никаких таких находок не надо. По дороге нам будут попадаться камни красные, а это как дополнительные бонусы, просто мотивирующие, вот всегда их ребенок получает, и, значит, вот он должен дойти до последнего места, и, например, я забыла, что мне надо с этим камнем делать в конце, сейчас посмотрим. Значит, надо поместить его в хранилище. То есть у нас хранилище – это некоторый сундук, и мы помещаем туда вот этот камень. Значит, для чего это нужно? Да? Понятно, что здесь есть параллели с программированием, с ячейками, с памятью, с переменными. И вот постепенно так вот мы формируем вот эти понятия, потом они легче лягут, когда уже обрекутся вот в форму тех терминов, которые нам нужны. Значит, два режима есть. Трассировка – это мы выполняем командно. Это такой хитрый ход, чтобы не потерять бонусы и проверить, правильно ли я все выполнила. Значит, если ребенок ошибается, идет не в ту сторону, совершает не те действия, ему будут, соответственно, подсказки. Вот в данном случае я молодец, и я могу запустить старт, проверить, никаких я не теряю бонусов своих, у меня должен быть полный, значит, зачет по вот этой вот задачке. Значит, сейчас дойдет гном до конца. Есть вот скорость, режим управления скоростью, он будет медленнее двигаться. Это для начала удобно. Дальше, конечно, удобно работать вот с такими заданиями, с такой скоростью. Так, задание выполнено, и мы, по идее, должны перейти в хранилище и выполнить, посмотреть, что там у нас происходит. Видите, одного камушка не хватает. Сейчас должен появиться сундук. И я могу выполнять его в любое время, задание сундука. Главное, что он есть на поле у меня, он будет прыгать и напоминать мне, что что-то тут вот я еще могу какие-то бонусы получить. Ну вот, например, задание, связанное с определением видов информации. Да? Значит, такие задания выполняются один раз. То есть оценка переделать их уже нельзя, но вот я попробую выполнить вот это задание, хочу получить очень дополнительный бонус. Вот такая история. Так, здесь, конечно, будет реакция системы, и, собственно, на карте я должна получить следующий бонус. Вот это вкратце по содержанию курса, и сейчас у нас объявлен конкурс международный, всероссийский пока что, не международный, всероссийский. Мы приглашаем всех участников, еще есть 2 дня для того, чтобы вы могли подать заявку. Рассылку по положению о конкурсе мы присылали всем нашим коллегам, и это 3 номинации. Конкурс называется «Цифровые уроки для будущего», «Информатика. Уроки для будущего», и он проходит в 3 номинациях. В номинации «Цифровые ресурсы для урока информатики», «Нескучные контрольные» и «Вторая грамотность». То есть это задания, все лоты по материалам нашего курса. Здесь оформляется, вот на первом этапе подается заявка, например, если цифровые ресурсы на уроке информатики, мы берем объекты, те, которые входят в наш курс, и надо расписать интересные приемы работы, не просто там деятельность учителя открыл, включил кнопку, и дети смотрят видео, а какие-то интересные моменты, которые вот предлагают для того, чтобы этот опыт можно было транслировать для всех. Аналогично нескучные контрольные – это материалы, ну, квесты, понятно, и те объекты, которые вы видели интерактивные в ресурсе.
способы их использования на уроке, в дистанционном обучении, все как угодно. Мне интересно вторая грамотность, это работа со средами, и есть такие же элементы внутри курса, там, где у нас идут основы алгоритмизации. Интересно, как преподается одно и то же понятие в разных группах, для разных групп детей. То есть вот, например, наш курс, он рассчитан вот на такой диапазон возраста от 5 до 13 лет, начальный курс. Интересно, как вы будете работать например, с темой, с понятием цикл. Вот, и применять какие-то свои, поделитесь своими наработками. Мы вас ждем как участников конкурса. Пожалуйста, присылайте нам. Все контакты есть у вас в СГО, и вы можете к нам обратиться. Значит, мы вам все продемонстрируем. Так, значит, я сейчас закончила выступление и обращаюсь к чату, наверное, да? Да, Или как? Спасибо, Ольга Николаевна. Вячеслав Алексеевич. Елена Петровна нас Или что-то сопровождала, подробнее мне надо поэтому еще рассказать? Да, ответила на все практические вопросы, которые у нас возникали по ходу вашего. На вопрос ответила. Спасибо, Лена. Да. Да. Угу. Очень Поэтому хорошо. спасибо вам Мы готовы открыто к сотрудничеству и ждем и авторов, и участников конкурса. Пожалуйста, приходите. Угу. Коллеги, если у вас еще возникнут по этому ресурсу вопросы, вы можете мне их, я переадресую разработчикам. Этот курс у нас встроен в нашу систему GISEO. В разделе я попросил посмотреть, действительно ли есть там информатика, потому что, честно говоря, не помню сам, в частности, вот этот курс. Тогда вопрос, ребята, Елена Петровна, вот учителя говорят, что информатики нет в GISEO. Ну, по крайней мере, вы можете сейчас через сайт нового диска, промокод был тоже в чате, вы можете через сайт нового диска заходить, и промокод, еще раз я сейчас в чате вам его продублирую. Так, возможно, что у нас сейчас есть некоторые проблемы с настройкой. Да, весной нам подключали, как бы все было нормально, все было работало. Сейчас было время, что отключили, и сейчас мы настраиваем обратно этот ресурс, поэтому, возможно, что-то будет донастроено. Поэтому смотрите, наблюдайте, ну, по крайней мере, через сайт нового диска можно будет, ссылочка тоже была в чате. Ну вот, подсказывают, так, промокод на сайте. Ага. Ну, ладно. Коллеги, можете прокомментировать, как ввести промокод и как можно зайти через сайт? Вопрос. Да, слушаем. Так, ну давайте я попробую сейчас открыть сайт нового диска. И, может быть, так, все есть, да. Коллеги, я сейчас попробую продемонстрировать свой рабочий стол и показать. Все есть на сайте нового диска. Есть у нас кнопочка. Виден ли мой рабочий стол? Пока нет. Пока трансляция не началась. Так, вот, значит, вот у меня открыт сейчас сайт нового диска. Ctrl F5 можно попробовать нажать, чтобы обновить. У меня уже заработало.
Заработал рабочий стол. Ctrl+F5. Попробуйте остановить. А на этом компьютере у меня тоже стоит компьютер для контроля. Так. Какие-то у нас непонятные проблемы. Короче, если вы зайдете на obr.nd.ru, вверху в правом углу там будет кнопочка «Ввести промокод». Но мне интересно, так, вот все сейчас видно. Образовариум, и вот он поле для ввода промокода. Коллеги, все ли понятно по этому вопросу? И если есть еще вопросы, вот сейчас в чате у нас, в чате есть адрес организаторам, можно в крайнем случае им написать на почту, спросить. Второй вариант, можно через меня тоже узнать, спросить. Спасибо коллегам. Я думаю, мы будем использовать в своей работе эти ресурсы, хорошие, удобные. А мы продолжаем наше заседание сегодняшнее. Коллеги, в программе у нас было еще выступление по Олега Леонидовича Дуркина по ОГЭ. Но, к сожалению, буквально вчера мы с ним договаривались, что у нас эта встреча состоится, а сегодня с утра он мне позвонил по определенным причинам. Мы переносим это сообщение, далеко откладывать не будем. Скорее всего, в начале декабря мы проведем это заседание, наше заседание еще раз. И он как раз именно с этим вопросом он выступит, если вы не возражаете. Коллеги, еще раз для тех, кто недавно у нас подключился к нам, еще раз напомню, если вы откроете вкладочку «Участники», можно увидеть, что некоторые участники у нас из других регионов Российской Федерации. Это говорит о том, что чтобы вот правильно отображался ваше место проживания, будем говорить так, необходимо на сайте ProfMe зарегистрироваться и в своем личном кабинете отметить ваше место проживания. В этом случае будет отображаться все нормально, а сейчас он просто выбирает, система просто выбирает произвольный город, непонятно в каком даже, там может быть и Вашингтон, и зарубежные города могут быть, поэтому лучше всего регистрироваться на сайте, тогда, во-первых, у вас будет вебинар сохраняться в вашем личном кабинете, вот, возможно, даже запись будет сохраняться, сейчас точно не скажу, надо будет посмотреть запись вебинара. Но в любом случае мы запись вам предоставим. Поэтому вот этот момент. Следующий момент. Я хочу вернуться к порталу к нашему порталу. Портал «Открытое образование Республики Коми». И напомнить вам, особенно, может быть, молодым педагогам, если у нас есть, в чате я ссылочку сейчас скинул, что у нас здесь есть вкладочка «Педагогам республиканские методические объединения», где вам необходимо зарегистрироваться, вот нажав кнопочку «Регистрация в республиканское методобъединение», зарегистрироваться в нем, и тогда ту рассылку для учителей информатики, которую я делаю, вы будете тоже получать. Вы будете получать и будете в курсе. В том числе у нас, значит, здесь все методические объединения, которые работают сейчас в Республике Коми, в том числе и работает методическое объединение учителей информатики. Мы стараемся здесь обновлять информацию в новостной ленте. Здесь же в методической копилке, если у вас уже есть наработанный материал, вы можете направить его в наш адрес. Мы проводим небольшую экспертизу этого материала, и если экспертиза проходит, то размещаем. Это будет вам для вашего портфолио, как публикация республиканского уровня. Поэтому используйте эту платформу, эту возможность для общения. В том числе у нас здесь есть и возможность пообсуждать какие-то вопросы, но, к сожалению,
вот у нас есть предметная дискуссионная площадка, где мы могли бы обсуждать какие-то вопросы, но, к сожалению, вот активности как бы со стороны учителей информатики нет. А вот сейчас я знаю, что есть у учителей в Вайбере, у учителей информатики города Сыктывкара, они там обсуждают свои какие-то проблемы, темы. Ну, а я приглашаю вот здесь тоже, если какие-то вопросы возникают, пообсуждать эти вопросы на платформе на открытом образовании Республики Коми. Коллеги, вопросы? Какую обратную связь даете при размещении материала? Ну, то есть вы нам высылаете, мы небольшую проводим экспертизу, ну, хотя бы членами вот, Республиканского методического объединения. И если, как бы, ну, естественно, при подготовке материала смотрите, проверяйте сами на антиплагиат, хотя бы чтобы 60%, 50-60 было у вас своего, как бы, значит, Ольга Васильевна, я не понял пока вопроса или не увидел, прозевал. Отправили работы в апреле прошлого года, и мы их еще не разместили, да? Ну, да. Вернемся к этому вопросу, напомните мне, пожалуйста, да, в почту. Ну, я понял. Сейчас вернемся, посмотрим. Да, где-то рассматриваются вопросы, посмотрим, вернемся, разместим обязательно. Обещаю, что никуда они как бы не уйдут, не денутся. Все будет размещено. Так, значит, коллеги, следующий вопрос. Наверное, не знаю, чтобы не терять время, я не буду останавливаться на вопросах на отчете за прошлый год. Ну так, коротко, если мы провели в прошлом году 5 заседаний, очень много вопросов рассматривались, и в том числе педагоги школ выступали с опытом своей работы. Это и город Печора, школа номер 9, это город Сыктывкар, школа номер 36, это гимназия 1 города Сыктывкара, школа номер 22 города Сыктывкара. Значит, также мы рассматривали вопросы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Хотелось бы, конечно, большей активности. Значит, хотелось больше активности от учителей. Мы в апреле рассмотрели опыт 10-й школы города Ухты, когда посмотрели, как можно использовать на уроках информатики различные платформы, в частности, платформа Google была рассмотрена. Наверняка у вас этот опыт есть уже какой-то, и он нужен не только учителям информатики, ну и учителям информатики, возможно, нужен ваш опыт. Что вы сейчас делаете в условиях пандемии? Каким образом организовываете учебный процесс? Как используете элементы применения дистанционных технологий в своей работе, потому что, ну, сложная обстановка на сегодня, не за горами, что, ну, я не думаю, что будет массовый уход в дистант, этого, скорее всего, не будет, а локальные уходы, то есть либо классы будут переводиться там, где действительно обстановка сложная, на обучение с применением дистанционных технологий, либо, может быть, школы какие-то, где будет очень напряженная обстановка, уйдут. То есть учитель сейчас должен быть готов к тому, чтобы проводить или применять дистанционные технологии. Поэтому хотелось бы, чтобы вот на наших таких планерках, я несколько раз обращался, на наших заседаниях обращался к вам через почту, правда, получается не ко всем, а тем, кто зарегистрировался вот, в качестве членов Республиканского методического объединения, обращался, что если есть у кого какой-то опыт, давайте поделимся друг с другом, давайте помогать друг другу в этом деле. Но вот пока вот ситуация такая складывается. Поэтому как таковой план у меня, конечно, схема плана есть по проведению наших заседаний в течение этого учебного года.
но план формируете вы. Будут ваши выступления, будет ваш опыт, будем его рассматривать и делиться опытом на этих заседаниях. Коллеги, может быть, вопросы? Ну вот в чате здесь, да, предлагают нам некоторые ресурсы, поэтому можно, да, можно. Неплохо, если бы вы рассказали, конечно, поделились этим ресурсом, показали, как его использовать, но тем не менее. Так, следующий вопрос у нас, коллеги, это о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Значит, мы его будем проводить на том же ресурсе. Это на ресурсе Московской. Вот кто-то мне подскажет, сейчас вылетело с головы. Коллеги, напишите, пожалуйста, в чат адрес сайта, вылетел из головы у меня сейчас. Значит, мы будем проводить олимпиаду на этом ресурсе. Значит, единственное, сейчас там сайт обновился, вернее, перешел на новую платформу. Анна Вадимовна, напишите, пожалуйста, адрес сайта. К сожалению, я с другого компьютера, да, Informatics. Спасибо. Я сейчас открою его, и мы посмотрим. Значит, давайте посмотрим. Будет проводиться он на том же ресурсе. Единственное, сейчас работаем над тем, чтобы, ну вот опыт Сыктывкара показал, что не создавалась общая таблица. Не создавалась общая таблица. Итак, наша олимпиада находится в личных олимпиадах. Она должна быть Олимпиада Республики Коми. Так, наверное, мне надо будет сейчас зайти под своей учетной записью. Давайте попробую зайти. Да, вот Всероссийская олимпиада школьников по информатике, по идее, она должна находиться в Олимпиадах Республики Коми Так, давайте еще одну вкладочку сделаю. Да, Анна Вадимовна. В личных, да? Ну, сейчас она у меня как бы в личном кабинете в моем. Хорошо, сейчас в личном. Угу. Ну да, я уже смотрю, потому что... Спасибо. Так, еще раз я вышел, потому что как бы у меня уже она в личном кабинете заложена, поэтому, наверное, неудобно. Итак, личные олимпиады. У меня почему-то не высвечивается в личных олимпиадах. Хорошо, ладно, возьму ссылку. Возьмем, давайте ссылку отсюда и попробуем. Да, алло? Да?
Да, у меня уже... Так. Угу. Ну, почему-то не высвечивается у меня. Вы под своей учеткой зашли? Может, у вас тоже в личном кабинете? Так, может быть, через поиск. Во всероссийских, да? Ага. Нет. Так, давайте где-то... Сейчас будем всем этим искать. Хорошо. Так, а где оно получается? В личных олимпиадах? Так, личные олимпиады, дальше куда идем? Коллеги, небольшая техническая заминочка у нас была, потому что как бы у меня в личном кабинете я уже заходил, они были, и они отображаются, а их вообще перенесли неизвестно куда. Эти олимпиады почему-то. Ну, пока они находятся, значит, в кружках и уроках. Итак, сайт informatics.mmse.ru, в кружки и уроки, и здесь коми. Не знаю, почему они сюда перенесли. И здесь Всероссийская олимпиада по информатике Республики Коми. Скрыто пока сейчас это самое, значит, пока скрыто, только школьный этап города Сыктывкара остался. Здесь будет проходить у нас олимпиада, задания уже как бы разработаны и есть. Единственное, вот по опыту Сыктывкара, Катерина Георгиевна сказала, что у них не заработали таблицы. Не заработали таблицы. Вы видите, что это, вернее, это новый сайт. И, значит, когда вы войдете на главную страницу этого сайта, тут и, в общем-то, и старый сайт, есть ссылка и на старый сайт, но мы уже делали на новом сайте. Поэтому здесь, возможно, что-то не отлажено, возможно, что таблиц не будет. Поэтому будьте готовы к тому, что, может, таблиц не будет, и вам придется тогда самостоятельно вручную. Значит, уже задавали вопрос, возможно ли без сайта проводить олимпиаду. Ну, смотрите, это выбор за вами, да, выбор за вами. Вы можете в бумажном варианте проводить, там, ну, не используя сайт, используя компьютеры, смотреть, как проходит программа, но имейте в виду, что там в том положении, которое уже вам разослано, сказано, что вы можете максимум только за 2 теста назначить вам за задачу. То есть 20 баллов вместо 100 вы можете в этом случае назначить. Даже если вы будете проводить, предположим, без использования этой системы, вы можете использовать этот сайт хотя бы для проверки в этой системе, то есть сколько тестов проходит у вас та или иная задача. То есть можете уже потом, по окончанию олимпиады, на этом сайте, по крайней мере, провести проверку. Давайте, может быть, договоримся, что мы вот как бы, я даже не знаю, как открыть вам доступ, наверное, на следующий день, то есть олимпиада будет 27-го, а 28-го я вам открою доступ для того, чтобы, или давайте в индивидуальном порядке, вы мне позвоните,
и кому надо, я открою доступ уже в субботу для того, чтобы проверить работы. Вот, наверное, такой вариант. Но я сейчас планирую на выходных отработать, проверить. Если будет работать, то, возможно, мы где-то на следующей неделе, в какой-то один из дней, до 27 числа, мы попробуем какую-нибудь тестовую задачу дать и на тестовой задаче отладить. То есть, вот если все будет работать, тогда мы запросим у вас логины. Так, тогда мы запросим у вас уже логины участников для составления вот этой итоговой таблицы. Вот сейчас, если Катерина Георгиевна нас слушает, если она присутствует, то можете в чате как-то написать. Ну, вот при разговоре с ней была такая проблема. Проблема вот формирования этих таблиц. Вот, Николай, я как раз про таблицу и говорю. Значит, на новом сайте у вас вот при проведении школьного этапа, кто участвовал именно в этой системе, были проблемы с таблицей. Попробуем их решить, отладить вот за неделю предстоящую. Попробуем, чтобы таблица все-таки работала. Но если не получится, придется в ручном режиме, то есть придется вам самостоятельно отслеживать посылки и смотреть, сколько ваши дети набрали. Не совсем удобно, конечно, но что делать? Вот таким образом. Коллеги, еще вопросы какие будут? Значит, там, где у нас сейчас отображается Сыктывкар, там будет и я Сыктывкар скрою, чтобы не запутать вас потом. И там будет только Олимпиада, 27 числа будет только Олимпиада, вот Всероссийская Олимпиада по информатике. Вот этого школьного этапа не будет, а будет только муниципальный этап. Здесь сейчас, да. Здесь, кстати, можете посмотреть задачи, если вы зарегистрированы, можно посмотреть задачи, какие... даже если вот не зарегистрированные пользователи, ваши можете дать детям, пусть потренируются, порешают те задачи, которые были на муниципальном этапе, я смотрю, доступны. Еще раз, по паролям и по логинам давайте к понедельнику определимся. Мы проверим за выходные, формируется ли таблица. Мне ведь ваши логины и пароли нужны будут для того, чтобы сформировать таблицу. Таблица, которая всем будет доступна. А иначе как бы вы сами тогда будете проверять. Если таблица не будет формироваться, будете самостоятельно проверять. Значит, и еще раз, если вы будете использовать систему для проверки, предположим, у нас там Олимпиада, уже точно не помню время, по-моему, с 12 до 5. Да, логины мне на почту. То есть где-то, наверное, в 5 я закрою доступ, мы закроем доступ в 5 часов, а где-нибудь, если вы в этот же день будете проверять, можно будет по вашему запросу, там часов 5:30 открыть снова для использования системы для проверки. Так, по конкурсу ФИТ. А что за конкурс ФИТ у нас завершился? У нас сейчас предстоит конкурс по использованию цифровых образовательных ресурсов, то есть конкурс педагогического мастерства по использованию цифровых образовательных ресурсов. Приказ на подписи в министерстве, поэтому в ближайшее время, надеюсь, мы его запустим, хотя сроки поджимают. А по ФИТ уже как бы итоги подведены, приказ на сайте конкурсов. У нас есть сайт «Дети конкурс», там тоже вся информация размещена. Коллеги, если вопросов нет, мы на этом заканчиваем тогда на сегодня. Всем
удачного вечера. Завтра удачного окончания недели, хороших выходных. Да, в понедельник определимся с логинами и паролями. Всего доброго, до свидания. Всем благ.